Республиканская инфекционная больница, которая планируется к строительству в Сыктывкаре, получила конкретный срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. Это следует из постановления об адресном распределении субсидий федерального бюджета. Его подписал Дмитрий Медведев. Регион получит на наш объект 200 миллионов рублей. Это средства, как указывается в документе, на корректировку проекта в рамках первого этапа. Всего же потребуется более 1,5 миллиарда. Уже известно, что учреждение будет рассчитано на 120 мест и 70 посещений в день. Впрочем, уже сейчас, очевидно, этого не хватит для покрытия всех потребностей. Только на южную часть региона требуется 100 коек, поэтому действующие помещения тоже потребуют вложений. Раньше у нас больница была на 250 коек. У нас было 3 здания. В 1999 году, в связи с аварийным состоянием, был закрыт основной корпус инфекционной больницы. Там находилось у нас 2 отделения, отделение гепатитное, респираторных инфекций, 2 лаборатории, экспресс-лаборатория, клиническая лаборатория, рентген-диагностика находилась, и административный аппарат находился. Сегодня же инфекционная больница представляет из себя 7 разрозненных строений разной степени изношенности без капремонта. Бак-лаборатория находится в бывшем здании морга, чуть поодаль пищеблок, в остальных подобных постройках прачечная, дискамера, технические службы. Да и сами 2 главных корпуса между собой сейчас никак не сообщаются. Необходимость строительства нового здания назрела лет 20 назад. Возведут его там, где располагался снесенный в 2008-м бывший центральный корпус. Осенью прошлого года территорию очистили от деревьев и полностью подготовили к строительным работам. Предполагается, что всего за 2 года на этом месте вырастет 7-этажное строение. Современное здание с приемным покоем, с боксами, с хорошими боксами, с реанимацией на 1-м этаже. Тоже боксированное отделение будет. С лабораторией, с рентген-кабинетом соответствующим. И на каждом этаже, начиная со 2-го, будут размещаться отделения. Со своей стороны в бюджете региона на инфекционную больницу также заложены средства. Это 162 миллиона. Помимо нее, другими самыми крупными проектами Минздрава в этом году станут старт реконструкции радиологического отделения онкодиспансера, поддержание жизнедеятельности санатория Серегово и строительство вертолетной площадки возле больницы в Ухтинском поселке Шудаяк.